Древняя практика называется наматывание шелковой нити. Движения делаются по кругу. То есть круги плечами, там, потом тазом, локтями, руками и всем телом. И суть наматывания шелковой нити, чтобы делать это усилие непрерывным, равномерным и такое тягучим, да, то есть как это, из кокона, когда вытягивают нить, если дернуть, то есть если сделать резкое движение, то нить рвется. Если сделать безусильно, вяло, то она вообще не вытянется. И суть в том, чтобы делать это движение таким плавным. Вначале мы, как всегда, выравниваемся. Встаем так, чтобы нам было устойчиво. И просто осознаемся в своем теле, слушаем устойчивость в стопах. Самокушки слегка тянемся вверх. Направляем внимание на дыхание, слушаем свой вдох, свой выдох. И сейчас, когда мы будем делать перетекание тайци, мы цель-то в том, чтобы расслабиться всем телом. И постепенно переносим вес на одну ногу, на другую. При этом вытяжение вверх у нас остается. То есть за счет того, что у нас происходит вытяжение вверх, и за счет устойчивости в стопах мы можем расслабиться. Да? И вот во время перетекания с одной ноги на другую мы продолжаем сканировать свое тело и расслабляться. И постепенно чуть больше переносим веса на одну ногу, на другую. И постепенно переходим в наше скручивание. Только вот вес переносим на одну ногу, другая нога, пятка поднимается и на носок стоит. Кстати, вот здесь можно почувствовать вот этот синхрон, что когда у вас таз в вашу сторону и пятка поднялась, да, про то, что я вчера говорила. То есть, если ваше тело расслаблено и просто вы поворачиваетесь, то есть как будто есть, заодно они идут, и таз, и нога. И постепенно добавляем руки, все они также свободно продолжают движение тела естественным образом. А макушка при этом тянется вверх слегка. То есть вот это вытяжение на протяжении всей разминки оставляем. Не только в самом тайци-чуане. И сейчас добавим вибрационный массаж. Да? Такой короткий хлопок по грудной клетке сверху. Такой шлепок и сразу руку убрали. Легкий. Комфортно для вас. Потом ниже грудной клетки, в нижней части. Потом живот. И постепенно замедляемся. И какое-то время стоим, наблюдаем себя. Наблюдаем ощущения в теле. Как отозвалась эта практика. Также можно услышать устойчивость в стопах, опять, да, направить туда внимание.
Практика называется, то есть можно минут 5 так постоять, если есть желание. Практика ничего не делания, когда просто стоишь, просто присутствуешь в себе. Присутствие, ничего не делая, совсем ничего не делая. То есть не убегая ни во что, просто свидетельствуя, что во мне сейчас происходит. И просто переходим к нашей разминке. Тело у нас уже расслаблено, этим расслабленным телом мы начинаем делать круговые движения плечами. То есть плечи идут вперед, вверх, назад, вниз. А тело как-то откликается. Может, у вас по-другому оно откликнется. То есть оно уже расслаблено, и оно тоже как-то вторит. Цель нам вот эту почувствовать, поймать согласованность всего тела в движении. Что мы единая структура, единый организм. И наоборот вперед. И это наши суставы работают. Мы тут пределе. Ничего попало делаем. Радуемся, что мы можем это делать. Да, радуемся. И одно плечо за одним. То есть одно плечо пошло вперед, другое плечо. При этом макушка также тянется вверх. То есть мы не наклоняемся, позвоночник остается прямым. Просто корпус чуть скручивается вправо, чуть влево. Да? И плечи одновременно наматывают эту шелковую нить. Просто с задержкой в полкруга, да, каждый по своей траектории, одновременно. То есть вот этот принцип одновременности в тайцзи, он уже здесь в разминке есть. Да? Пробуем присутствовать в двух плечах вниманием одновременно. И там, да? И наоборот, плечо назад, другое за ним. Одно плечо, за ним другое. И корпус чуть вправо, чуть влево. Макушка тянется вверх. Исследуем подвижность, свои суставы. Последний раз. И локти. Круговые вперед. Амплитуда комфортная для вас, на 70% от того, что вы можете. Тут уже у нас плечи начинают, вернее, лопатки начинают быть задействованы. Грудной отдел мягко открывается. Движение непрерывное. Тело расслаблено, макушка тянется. И наоборот назад. И можно опять наблюдать два локтя одновременно. Да? Вот сейчас они идут назад. Потом они же будут поочередно идти. Локтями круговое движение. То есть локти идут не плечи, а локти в голову. И потом локоть один вперед, за ним другой. То есть получается у нас два круга. Один слева, другой справа. Каждый локоть по своему кругу двигается. А корпус вторит этому движению, чуть поворачиваясь, да, такая согласованность получается всего тела. И наоборот назад. И один локоть вверху, другой внизу. Идут они навстречу, и каждый по своей траектории. Один назад, другой вперед. Один вверху, другой внизу, навстречу. Тут встретились и продолжают свое движение. Тот, который сверху, вниз, и продолжает вниз, а этот вверх.
Они... Ну тут немножко по-другому все-таки. Ну тоже смысл тот же. Два полушария мозга работают одновременно. И сейчас будем менять. Услышите, какой локоть идет назад, какой вперед. И меняем направление. И последний раз. Встряхиваем. Руки идут вверх. Вытягиваемся, поднимаемся на носки. И расслабленно опускаемся вниз на пятку. Вдох вверх. Выдох вниз, расслабились. Вдох. Движение от стоп до кистей волной, да? И волной вниз, расслабление. Движение вверх. Вдох. Выдох. И сейчас будем добавлять наклон. То есть мы вытягиваемся на носки, на пятки опускаемся. На вдохе наклоняемся один бок, растягиваем. На выдохе возвращаемся. На вдохе другой бок растягиваем. И расслабляемся вниз. И соединяем вытяжение вверх, расслабление на пятки. Вдох, бок, выдох, вдох, вдох. Расслабление вниз. Итак, несколько раз. И последний раз. Раскрытие грудного отдела, да? Сначала руки внизу, мы мягко раскрываем грудь на вдохе, грудной отдел, и затем тянемся лопатками назад, скручивая руки вперед. Так, несколько раз вдох, без прогибов поясницы, выдох. Грудной отдел чуть вверх идет. Синхронно с руками. Можно сделать большой палец внутрь кулака. Когда там идет стимулирование какой-то чувствительной точки. И чуть поднимаем руки выше, 45 градусов, и продолжаем то же самое. Вдох, выдох. Можно чуть задерживаться, да? Угу. И затем руки параллельно земле. О, хорошо. То есть получается по нескольким уровням растягиваем грудной отдел. Открываемся, насколько получается. Не урабатываемся. Ну и последний раз. И опускаем руки вниз. Слышим отклик, вот здесь волна, как идет, что происходит в плечах, в руках. И затем переходим к туловищу, наматывание туловищем. То есть мы отклоняемся прямой линией от копчика до головы, то есть позвоночник прямой. И круговое движение, как бы голова совершает круг, да? Но то есть тут важно макушкой тянуться и сохранять вот эту прямую ось, насколько возможно. И голова у нас продолжение позвоночника, то есть она не отдельно идет, а продолжает в другую сторону. Да, амплитуда комфортная, то есть боли не должно быть. Может быть, чуть меньше. Ну, тут тоже, да, та же проприоцепция, понимание, как это, наклоняться прямой спиной.
Колени мягкие. Последний раз. И затем тазом. Голова как будто на месте, и таз совершает круговое движение. Это вы знаете, да? Но это полезно делать на каждой разминке, чтобы понимать, где таз и что он может делать. Тело максимально расслаблено, насколько возможно. И в другую сторону. Последний раз. Круговые колена и тазобедренные суставы. Слушаем круг, который совершает колено. Слушаем свои тазобедренные суставы, что там происходит. Да, и происходит питание. Любое круговое движение – это питание наших суставов. Питание крови. Суставной жидкости, там вот это омывание. Синовиальная жидкость. И с другой ногой. Поэтому так важно в возрасте, ну это всем важно, в любом возрасте делать суставную гимнастику. Да? Ага. И переходим к коленям. Круговые внутрь. И изнутри наружу. Сначала у нас круговые движения наружу. Кисти как будто гладят что-то перед собой. Потом расслабляются и опять по кругу, по направлению к полу. То есть понимаем, что вот мы делаем горизонтальные круги. При этом макушка тянется вверх, плечи расслаблены. Вот здесь вот подгребаем мы, да? Вот Да. от бедер. От бедер. Вот вы так делаете, да, руки? Вот так сначала. А потом? Глажу. Ну, потом они расслабляются, да, и потом Вот как-то это. вот так. Ага, Да, то есть- то есть проворот какой-то происходит. Ага. Да. То есть тут эти лучезапястные суставы работают. Как плаваешь. Как плаваешь? Вообще, да. Да, раз. Прям вообще. Просто чуть меньше. То есть ладонь вверх переворачивается, да, на мгновение, так На скажем. мгновение, да, потом опять так. Да, получается так. Какое-то свое ваше движение, на самом деле, ну, может как-то по-другому. И поочередно начинаем. Сначала один круг, одной рукой, потом другой. И тут как будто мы вот эту траву отводим. Да, в смысле, вот как в траве если идем. И слушаем, что у нас руки одновременно идут. Да? То есть одна не останавливается, когда другая идет. Вначале кажется, ну, не получается, да, что следить за двумя руками сразу. И тело как-то тоже начинает участвовать в процессе. Да? И вот здесь ловим согласованность. Да? Вроде речь идет о наматывании кистями, да? Но все тело тоже участвует. Да? Вот она гармоничность, вот она волна, которая в тайце идет. Уже без заучивания, да, хореографии. А уже можно это поймать. Ага. И теперь у нас наоборот к себе мы идем. Ладони вверх, к себе, проворачиваются опять к себе. То есть работа с суставами и одновременно
с координацией, с согласованностью, с расслаблением. Макушка тянется вверх, то есть мы не наклоняемся вперед, осанка у нас остается без напряжения. Стопы устойчивы. Колени мягкие. Татьяна Леонидовна немножко прям такая молодец. Отстроенное тело, да? И поочередно к себе одна рука, потом другая. И сначала, да, за одной рукой как-то получается следить, а другая выпадает из внимания. Потом можно услышать одновременно две руки, что делают, да? Каждая свое, можно это услышать одновременно. Слышать, что плечи от напряжения вдруг напрягаются, начинают от важности. Да, и понимаем, что сейчас у нас движение внутрь. Да? Сейчас мы будем одной рукой делать внутрь, а другой наружу. Круговое движение по горизонтали. Ага. И пробуем. Одна рука идет к себе, а другая от себя. Как шестеренка, да? Да, наверное. И можно заметить, что они на самом деле идут в одну сторону. Просто с задержкой в полкруга. Вот. Макушка тянется вверх, плечи расслаблены. Цель расслабиться, да, не напрячься. Поэтому, если вы чувствуете, вдруг напрягаетесь головой, расслабляйтесь головой. Не получается, ничего страшного. И наоборот. И заканчиваем. И восьмерку рукой к себе. Сделала круг, да, вот это наш горизонтальный кистью. И потом пошла наверх, сверху сделала круг. И пошла вниз на нижний круг горизонтальный, и опять наверх. То есть два горизонтальных круга, ну, по сути, переходят в восьмерку. И подключаете постепенно тело, да, чтобы тело не отдельно стояло от руки, а вовлекалось в процесс. Опять синергия произошла, да, всего тела в движении. Может быть, сначала там просто постоять и как осознать себя без тела, что вот моя рука вот делает восьмерку, а потом уже подключать тело. Чтобы все это происходило естественным образом, да, то есть тело, на самом деле для тела это естественное движение. Просто непривычно, может быть. И другой рукой к себе. Вытянулись. И эта рука пошла вверх. И опустилась вниз, опять к себе ладонь, к себе. Ага. От себя и вверх. Ага. К себе. От себя. От себя ладонью. То есть ладонь всегда смотрит на небо. Потолок. К себе. От себя. И когда раскрывается, корпус повернулся, когда закрывается, корпус в другую сторону. Да? То есть, как бы... А спина? При этом, ну, спина, если она как бы не получается, она чуть-чуть отклоняется, то есть она участвует в процессе. То есть это такое. Если сохранять прямое положение, то не всегда получается прокрутить вверху восьмерку. Да? Тут
Легче, вот, лучше согласовывать, ловить, чем вот это оставлять прямую. В локте сгинаем, да, руку? В локте. Да, да. Когда вот здесь вот. Да, да. То есть, Или да, нет? сгинаем. Сгинаем, да? Ага. Ну, то есть он полукруглый, рука остается. Ага. И пробуем вместе. Две руки к себе, вытянулись и пошли ладонями вверх гладить потолок, потом к себе и на верхнюю часть. К себе, от себя. И ладошки остаются, и вверх, 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 насколько возможно, чуть отклоняясь назад, круг сверху сделаем. К себе, от себя, наверх. Какая сверху, какая снизу не имеет. А можно менять. Не имеет. Можно то одно, то другое. Мгм. Ага, и последний раз. Ага. Корпусом встаем, да? Впереди рука, какая нога впереди, какая рука. И рука здесь закрывается, да? То есть какая вот восьмерка вот здесь. Можно ее прям представить, что вот моя рука делает движение по восьмерке. И когда рука идет назад, мы чуть отклоняемся корпусом, колени у нас мягкие. А когда вперед, мы корпусом на переднюю ногу переходим. Можно руку сильно высоко не поднимать, чтобы плечо не напрягать. То есть тут тоже максимальная расслабленность и перетекание с одной ноги на другую. Даже вот без руки очень гармонично чувствуется вот это вот ощущение, что в колени восьмерки, таз восьмерка делает. Такое очень гармоничное движение. Но с рукой как будто более понятное для тела. То есть это корпус движения. Отклонился назад, корпус вперед. Переносится вес с ноги Нет, на нет, у ногу. вас какая нога, такая рука. А, прошу прощения. Ага. Вес с ноги на ногу переносится? Да, да, то есть назад, вперед. Ну, мы гуляем весом. И при этом вот и таз тоже восьмерку совершает. Просто когда руку добавляешь, это более понятно становится, что за рукой корпус чуть отклонился, потом корпус сюда, тут он открылся, вернее закрылся, и корпус тоже повернулся. То есть и другую ногу ставим. И также открылись, закрылись рукой сюда. Открылись, закрылись. То есть рука совершает восьмерку, колени тоже, таз. Такое тонкое взаимодействие, да? Чего? Я вас не видела, меня засняли, да? Да, да, да. Угу. Ну вот, в принципе, наматывание шелковой нити я все дала. Можно опять себя немножко успокоить до выдоха.